Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Рудольф Руслана Валентиновна. Я являюсь учителем истории обществознания в технологическом лицее, город Сыктывкар. Хотелось бы сегодня поговорить о патриотическом воспитании, так как эта тема сегодня актуальна и особенно в связи с происходящими событиями в нашей мировой истории. Так вот, патриотическое воспитание – это уже давно определившееся приоритетное направление в нашем государстве, и, безусловно, любое образовательное учреждение реализует целую программу, связанную как раз в этом направлении, то есть проводит массу различных мероприятий именно в рамках патриотического воспитания. Хотелось бы немножко напомнить и немножко раскрыть все-таки, да, когда мы говорим о патриотизме, если спросить у любого человека, что такое патриотизм, конечно, в первую очередь все скажут о том, что это любовь к своему государству, к своей родине. Безусловно, но это более широкое понятие. Мы должны понимать, что патриотизм, конечно, это в первую очередь знание своей символики, знание законов государства, да, формирование гражданской позиции человека. Мы не должны забывать, что патриотизм – это еще и уважение к истории своего государства. Это любовь к национальным традициям и уважение к национальным традициям, в том числе материальной, нематериальной культуры своего государства. Это, конечно, безусловно, спорт, и сегодня это тоже тема является актуальной. Это любовь к окружающей среде, любовь к природе, и в ней тоже проявляется патриотизм. Это любовь к своему родному краю, к своему городу, знание истории своего города, традиций, в том числе материальных ценностей, это памятники, это архитектурные сооружения, это тоже патриотизм. Ну и, безусловно, последнее, наверное, самое главное, с чего все-таки патриотизм начинается, это любовь к своим близким, любовь к семье, любовь и уважение к старшему поколению. Вот во всех этих направлениях в нашем лицее, мне бы сегодня хотелось поделиться именно как раз работой, которая проводится в нашем технологическом лицее в этом направлении. И, безусловно, сегодня я хочу сделать акцент на работе классных руководителей, как у нас какие у нас мероприятия проводятся в этом направлении. У нас существует целая система внеклассной работы в этом направлении, и мы всегда заранее распределяем и выделяем мероприятия, которые будут проводиться в течение целого года, направленные именно как раз на формирование патриотического воспитания наших лицеистов. Если вы обратите внимание, да, здесь представлены месяцы, и в каждом месяце у нас проводятся единые классные часы, в которых участвуют все классные руководители. Разработками классных часов мы занимаемся совместно, то есть мы практически ежегодно работаем, создаем разработки классных часов, в том числе в этом направлении. Я гражданин, любовь к своему государству, память о событиях Великой Отечественной войны. И у нас эти разработки публикуются, то есть мы делимся вот этими своими разработками. Конечно, безусловно, это уроки доброты, волонтерства. Это классные часы, связанные с вопросами бережного отношения к окружающей среде. Это мероприятия, посвященные празднованию Дню народного единства. В декабре у нас всегда День героев, и мы стараемся приглашать в том числе и родителей для классных часов. И в том числе мы здесь говорим не только о героях, например, Великой Отечественной войны, но и говорим о современных героях, потому что мы знаем, что локальных конфликтов в 20 веке после Второй мировой войны было достаточное количество. И, конечно, февраль – это основной месяц, это военно-патриотический месячник, это уроки мужества. И, конечно, безусловно, там у нас и классные часы, целый ряд мероприятий, которые этому вопросу посвящены. В апреле это День космонавтики, в марте у нас уроки и мероприятия, посвященные определенным юбилейным датам, историческим датам. Ну и май – это, конечно, важный месяц для нас, для всех. Это целый ряд мероприятий, общелицейских, классных мероприятий, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.
Что хотелось еще сказать? Дело в том, что у нас существует целая система внеклассной работы, но и хотелось бы сказать о том, что важно, чтобы не только внеурочная деятельность работала в этом направлении, но еще и урочная деятельность. Поэтому у нас все участники образовательного процесса — это и учителя-предметники, и администрация, и родители, мы, конечно, классные руководители. Мы комплексно работаем в этом направлении. На многих учебных предметах, особенно гуманитарного цикла, у нас изучаются темы, которые так или иначе связаны с этим направлением. Но особенно, конечно, хотелось бы отметить историю, потому что на уроках истории мы много говорим о формировании государства, о складывании национальных особенностей нашего государства. Это язык, это национальная культура. Мы разбираем подробно военные конфликты, и современные, и которые происходили в Средневековье, в новое время. И важно, конечно, детям объяснять, что военные конфликты — это не только череда каких-то событий, да, это еще в первую очередь люди, их подвиги. И таким образом мы выходим на понимание таких важных понятий, как долг, совесть, честь, толерантность. У нас, еще раз повторюсь, существует система работы внеклассной. Мы используем разные формы работы. Вот если говорить о классных часах, то это, конечно, такие формы нам всем знакомы. Это лекторий, это круглый стол. Это проблемное обсуждение в группах, ролевая игра, организационно-деятельностная игра, дискуссия, это этический диалог, это вопросы Джеффа, ну и так далее. Так вот, важно, конечно, здесь отметить, что когда мы планируем проводить какое-то мероприятие с детьми, мы должны учитывать 3 составляющие, которые должны обязательно друг друга дополнять. Это в первую очередь правильно выбранная форма самого внеклассного мероприятия, это наполняемость, то есть содержание самого мероприятия. Ну и в-третьих, важно, конечно, учитывать возрастные особенности учащихся. Мы все прекрасно понимаем, что дети более старшего возраста, подростковый, это 10-11 класс, им очень близки такие формы, как, например, этический диалог, вопросы Джеффа, которые позволяют и побуждают детей аргументировать свою позицию. У этих детей уже более-менее сформированное какое-то свое мнение на происходящее событие, и они очень в этом возрасте хотят быть услышанными. И вот эти как раз формы нам позволяют дать детям эту возможность, да, высказать свою точку зрения. Очень часто бывает так, что, например, родителям некогда с детьми общаться, а вот мы, педагоги, конечно, должны обсуждать актуальные вопросы, в том числе вопросы, связанные с патриотическим воспитанием. Если это более младшие детки, понятно, что им больше подходят такие формы, как игра, да, то есть какая-то модель ситуации, либо какие-то проблемные ситуации, которые позволяют прожить эту ситуацию, да, пропустить ее через себя, например, ролевые игры младшим классам, ну, если они просты в своем сценарии, конечно, они очень нам здесь подходят. То есть деятельностный метод. Что касается общелицейских мероприятий, которые, конечно, параллельно с нашими внеклассными мероприятиями идут, это лицеады, спортивные мероприятия, мы проводим его в день, в месячник патриотический в феврале. Это лицейские концерты, это и 9 мая, например, и День матери, и концерты, посвященные, например, каким-то юбилейным событиям в истории. Например, у нас в прошлом году много мероприятий прошло по празднованию столетия Республики Коми. Ну и, конечно, у нас тематика, то есть столетие Республики Коми, история Республики Коми, как раз во многих мероприятиях была представлена. Этот год, 2022, мы с вами знаем, объявлен годом нематериального культурного наследия. И вот у нас в лицее прошла уже ярмарка, на котором каждый класс представил одно из направлений фольклора и нематериального культурного наследия. То есть тоже такое вот просвещение детей, потому что не все детки даже понимают, а что включает в себя и какие направления вообще есть в нематериальном культурном наследии. Дальше приглашаем родителей очень активно, у нас активная родительская общественность, на классные часы, на лицейские мероприятия. У нас достаточно родителей, например, которые участвовали в локальных конфликтах, которые приходят и рассказывают нам о каких-то особенностях. Родителей, которые работают в системе МВД, которые тоже проводят
проходят правовую просвещенность и грамотность наших учащихся лицеистов. Это, конечно, повышает мотивацию, интерес детей, когда к ним приходит родитель или кто-то еще, потому что учитель очень часто замыливается уже, а вот новый человек всегда вызывает у детей повышенный интерес. Это дебаты, наша излюбленная форма в лицее ежегодно. Мы между классами проводим дебаты, и здесь важно подобрать правильную тему. Дети готовятся к дебатам, таким образом изучают литературу, читают средства массовой информации, составляют аргументы, и это тоже повышает, скажем так, если тема особенно связана с патриотическим воспитанием, тоже позволяет нам рассмотреть вопросы и с природой, и с родным краем. Коммуникативные бои тоже новая форма, тоже мы ее уже в лицее испробовали, она очень понравилась нашим учащимся лицеистам. Игры по станциям. Значит, что хотелось бы сказать. Я бы хотела поделиться с вами небольшой своей методической разработкой, связанной именно как раз с этой темой патриотизм. Это классный час. Значит, что хочу сказать. Этот классный час разработан для 8 класса. Цель классного часа – это формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания. Работа на классном часу в основном идет в группах. Классный час примерно на 30-40 минут. Основное оборудование, которое нам понадобится, это компьютер и проектор. Значит, детям не говорится тема классного часа. То есть дети не знают, на какую тему будет классный час. Поэтому я подобрала для мотивационного момента фрагмент всем известного нам фильма «Легенда 17». Если дети этот фильм не смотрели, мы советуем, чтобы перед классным часом детки фильм посмотрели. Значит, включается фрагмент фильма там, где главный герой, это главный тренер нашей хоккейной сборной Тарасов, приезжает в аэропорт провожать свою хоккейную команду, которая уезжает на главный матч, по сути, для нашего Советского Союза. Это матч с канадцами. И вот он говорит там очень правильные слова, очень такие патриотичные слова, и мы смотрим этот небольшой фрагмент, он всего там идет минутки 4, и дальше мы с детьми начинаем дискуссию с наводящими вопросами, например, такими как: о чем тренер хоккейной сборной Тарасов говорит со своими спортсменами, какие наставления он им дает, должен ли спортсмен, представляющий сборную страны, быть патриотом, какие чувства у вас вызывает фильм. И вот дети делятся своими впечатлениями от просмотра небольшого видеофрагмента, и таким образом мы выходим на понятие патриотизм. И дальше для того, чтобы перейти к следующему этапу, мы задаем вопрос: а в чем же в современной жизни проявляется патриотизм? Ну, конечно, здесь нужно ребятам помочь, потому что в первую очередь что мы услышим, это любовь к своей родине. Да? И здесь нужно попытаться детей немножечко расположить в том плане, чтобы вот любовь к родине, она, если раскрыть это понятие, вот она в чем проявляется. И таким образом мы переходим к работе в группах. Каждая группа, дети поделены уже заранее, получают какое-то свое одно направление. То есть патриотизм, проявление патриотизма в спорте. Дальше проявление патриотизма и любовь к родному краю, любовь к окружающей среде и уважение к истории своего государства. Вот 4 таких направления, 4 группы. Для того, чтобы немножко смотивировать их к работе и дать какую-то, ну, скажем так, почву для обсуждения, каждая группа получает иллюстративный материал. Я здесь представила только по одной картинке, но можно взять несколько картинок, так, наверное, будет интересней. Например, если спорт, да, спортсменов не только те, которые завоевали олимпийские медали сейчас в Олимпиаде в Пекине, но взять, например, еще советских олимпийских чемпионов. Если говорить о памятниках культуры, то можно взять, например, памятники, посвященные Великой Отечественной войне, где у нас Сыктывкар и Муз-театр, площадь, там можно взять еще другие памятники и другие места Сыктывкара или даже республики нашей, ну и несколько картинок с природой. И вот таким образом каждая группа на основании иллюстративного материала, и в том числе они получают карточки с наводящими вопросами, то есть на основании иллюстративного материала сформулируйте аргументы в рамках своего направления, то есть спорт,
любовь к родине, любовь к окружающей среде и любовь к родному краю. Сначала рассмотрите картинки, а затем объясните, в чем должен проявляться патриотизм. Ну вот, например, я обычно использую карточки с побуждающими, с мотивирующими вопросами. Например, если возьмем спорт, да, можно на карточках написать такие вопросы. Что для спортсмена значит символика государства? О чем должен помнить любой спортсмен, выступающий на международных соревнованиях или на Олимпиаде? Должна ли страна, то есть граждане страны, поддерживать своих спортсменов? Ну и так далее. То есть вот такие вот вопросики им для того, чтобы у них более продуктивно складывалась работа в группах. Они оформляют это на ватманах, они прикрепляют картинки, они записывают рядом свои аргументы, и затем каждая группа по отдельности выступает и представляет то, что у них получилось. У нас на доске получается целый такой вот кластер из их ответов и полных ответов. Причем мы стараемся вопросами побудить детей на более, скажем, большее количество аргументов, которые они представляют. Ну и в конце, после того, как мы это все направления проговорили, и мы выяснили, что патриотизм и любовь к родине, а родина — это еще и родной город, родной край, это история, это природа, да, это люди, мы в конце проводим небольшую такую вот рефлексию. Значит, хотя, в принципе, с этого можно и начать, но я все-таки хотела бы вот эту свою методическую разработку начать именно с видеоролика, но, в принципе, с этого вопроса можно начать. Что такое патриотизм? Вот мы выяснили, что патриотизм — это чувство, и теперь каждый учащийся на отдельном стикере записывает, а какое это чувство. То есть это, я думаю, что они будут писать, это любовь, это сострадание, это уважение, это толерантность. И вот в конце мы получаем следующий итог по итогу классного часа. Да, у нас есть этот человечек на доске, и на нем приклеены стикеры. Каждый учащийся в конце классного часа озвучивает, да, какое это чувство. И в конце мы подводим такой вот итог. То есть мы раскрываем для себя более широко, что такое патриотизм. Все, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание. В принципе, это все, что я хотела вам сказать.